Друзья, и не могу не сказать после этих кадров еще об одном событии, которое в эти минуты проходит в Кремлевском дворце. Идет съемка юбилейной передачи, посвященной 80-летию Владимира Высоцкого «Своя колея». Владимиру Высоцкому 80 лет будет 25 января. Но опять удивительное событие, потому что главный вдохновитель этого проекта «Своя колея» памяти Высоцкого – это Вадим Туманов. И в день рождения Алексея Васильевича вот там тоже вспоминают и Высоцкого, как мы сейчас. И я думаю, что очень доволен, и мы об этом говорили, Вадим Иванович, что о нем сегодня в нашей Коми-республиканской филармонии тоже будут вспоминать в республике добрым словом. И еще один проект, который я счастлива, что мне удалось закончить. И я приглашаю на эту сцену друга Алексея Васильевича Тамару Николаевну Ломбину, с которой мы последние несколько месяцев и еще с теми многочисленными моими друзьями работали, чтобы завершить последнее поэтическое творение Алексея. Здесь очень много его друзей, и вы знаете, что он последние лет 15 писал книгу «Онегин. Кто? 3 дуэли». И мы ее нашли почти в рукописном варианте. Только две замечательные женщины, которые здесь присутствуют. Одна Валентина Цой, которая помогала переписывать ему его очень непонятный почерк. И вторая замечательная женщина Елена Прусаченко, которая это все набирала, помогли нам восстановить все, что он написал. И в итоге вот Коми-республиканская типография вчера, буквально к дню его рождения, выпустила эту дорогую для меня и, я думаю, интересную для вас всех книгу. Предисловие к этой книге написала наша замечательная Тамара Ломбина. Многие ее знают, и она специально сегодня приехала. Они с Виктором Григорьевичем переехали и живут теперь в Москве, но она приехала, чтобы поделиться своим впечатлением об этой книге. И я хочу сказать, что ей повезло. Она практически, может быть, поэтому и смогла мне помочь очень сильно. Буквально в последние дни декабря 2016 года из уст Алексея Васильевича услышала всю версию этой книги. И поэтому вот эта книга смогла вообще появиться. Но еще большее спасибо тоже тем замечательным людям, которые всю жизнь помогали Алексею. Я знаю, что здесь в этом зале должен присутствовать Александр Милун. И вот эта обложка, которую как-то фантастически, я знала, что она была готова еще до ухода Алексея, но я ее не могла найти, искала вся филармония, вот все как в том, да, ищет пожарные, ищет милиция, искали все. И совершенно случайно, по подсказке свыше, я нашла, кто эту обложку сделал, и эта обложка одобрена книгой, одобрена Алексеем еще при жизни. Вот. Единственное, что мне удалось как бы сюда внести, и в нашем зале, она сегодня продается, эта книга, но в зале присутствует владыка Петерим, которого я после Тамарочки попрошу тоже выйти. Я знаю, что все артисты работают бесплатно, и у них было желание отдать те средства, которые будут выручены от концерта, на памятник Алексею. Но когда я получила
давно смс-ку от владыки Петерима, в которой он писал, что замечательно, мы только что заложили первый кирпич в основании звонницы Свято-Стефановского кафедрального собора, а у нас уже есть первый этаж. Но нам надо ее возвести высоко, и нужна помощь на завершение строительства звонницы, на колокола. И тогда я посоветовалась с коллективом, с руководством филармонии, с своей семьей, и мы приняли решение все эти средства передать на строительство звонницы Свято-Стефановского кафедрального собора, нашей любимой столице. Так вот, если вы приобретете эту книгу, это все пойдет на эти цели. И последнее, что я скажу, я внесла сюда ту коррективу. Вы увидите на обложке Алексея в двух его ролях. Наверное, поэтому и родилась эта книга. Он пел партию Онегина и пел много лет спустя, после того, как в студенческие годы ее освоил баритоном, уже в зрелые годы, но с более юным голосом партию Ленского. И, насколько я знаю, это единственный случай в мире, когда профессиональный актер одновременно исполнял обе эти партии в разные периоды своего творчества. Вот Сыктывкар еще и этим знаменит. Ну а все остальное о книге скажет Тамара. А еще благодаря опять друзьям Алексея, Саша помог мне, и мы переиздали диск, тот, который был когда-то им записан еще в Америке. Мы подработали, переиздали, потому что того тиража уже давно нет. Сегодня этот диск тоже, вчера ребята его сделали. Вот все, что мы сегодня выручим, это тоже будет направлено на нашу замечательную звонницу. Я ухожу. Тамара, вам слово. Мне очень повезло, потому что